Привет, друзья! С вами я, Михаил Сыркели, и новый выпуск Nocta Life. В последнее время все внимание приковано к событиям в Гагаузии. Не только в самой автономии, но и в Кишиневе. Все ждут дальнейшей развязки ситуации с утверждением исполнительного комитета, предложенного беглым преступником Илоном Шором. Важно обозначать, что Шор – беглый преступник, и не упускать из вида этот момент, поскольку в контексте утверждения исполкома это обстоятельство играет важную роль. К сожалению, мы не видим в Народном собрании должного внимания к этому обстоятельству. Если бы депутаты Народного собрания придавали этому обстоятельству должное значение, то ситуация была бы совершенно иной. Большинство в Народном собрании не артикулирует четко, что Шор – беглый преступник. Таким образом, не обозначает, что исполком, предложенный беглым преступником, ни в коем случае не должен быть допущен к власти в Гагаузии. Этим депутаты, с моей точки зрения, приучают людей к мысли о том, что исполком Шора может быть утвержден, а Шор может получить полный контроль над Гагаузией. Даже если кто-то будет роптать по этому поводу, это не имеет никакого значения, поскольку сама возможность этого допускается. И когда это произойдет, и если это произойдет, то с этим уже ничего не поделаешь. Вот в какую игру, сознательно или нет, играет большинство в Народном собрании. Теперь давайте проанализируем возможные сценарии развязки этой ситуации вокруг утверждения или неутверждения исполкома Шора. Какие сценарии могут быть? Не хочется занимать место Додона как главного сценариста, но ситуация требует анализа. Первый сценарий – это распуск Народного собрания. Этот сценарий, очевидно, готовится Илоном Шором, и, судя по всему, они уже по нему идут. Согласно части 10 статьи 68 уложения Гагаузии, Башкан вправе досрочно распустить Народное собрание в случае невозможности формирования исполнительного комитета Гагаузии в течение 45 дней после внесения предложения о его составе. По заявлению Павла Вережану, кандидата на должность заместителя председателя исполкома, Гуцул распустит Народное собрание, если депутаты не проголосуют за ее исполком. В коротком интервью нашей коллеги Елене Челак Павел Вережану разъяснил, что он имеет в виду именно часть 10 статьи 68 уложения Гагаузии. Ключевой фразой в этой части статьи является то, что НСГ может быть распущена в течение 45 дней после внесения предложения состава исполкома. Внесение имеется в виду на рассмотрение Народному собранию. Гуцул внесла в Народное собрание предложение по составу исполкома 27 июля. Соответственно, можно трактовать, что отчет этих 45 дней начинается с 27 июля. Таким образом, у Народного собрания есть время до 9 сентября. Однако есть в этой части статьи 68 уложения Гагаузии и другое продолжение или продолжение этой статьи, которое гласит, что Народное собрание может быть распущено только после отклонения не менее 2 раз предложения Башкана по составу исполнительного комитета. И тут возникает самая главная загвоздка. Допустим, 45 дней с момента внесения предложения по составу исполкома истекают, но Народное собрание еще даже не приступило к обсуждению состава. Таким образом, для распуска выполнено только одно условие, то есть истечение этих 45 дней, но не выполнено второе условие, то есть не исчерпаны 2 попытки по составу, или по утверждению состава исполкома, предложенного Башканом. Тогда что? Игра, в которую начали играть в команде Шора, совершенно очевидна. Возможно, они попытаются представить ситуацию таким образом, что первая попытка была исчерпана в прошлую пятницу, вторая попытка будет исчерпана в эту пятницу, поскольку в повестку дня специального заседания Народного собрания запланировано на пятницу, вернее, в виду эту пятницу 11 августа, повторно включен вопрос о составе исполкома Гагаузии. Не зря пропаганда Шора еще с 28 июля истерит по поводу того, что Народное собрание отклонило исполком, предложенный Шором, хотя вопрос об исполкоме даже не обсуждался на заседании от 28 июля. С другой стороны, в Народном собрании совершенно ясно дают понять, что условия для распуска Народного собрания не будут созданы до тех пор, пока Народное собрание как минимум 2 раза не выскажется по составу исполкома. Народное собрание к этому вопросу еще даже не приступило. В прошлую пятницу, как вы помните, Народное собрание обсуждало только вопрос о структуре исполкома. В итоге структура, предложенная Евгенией Гуцул, была отклонена Народным собранием. Также в Народном собрании обращают внимание на то, что если Евгения Гуцул попытается распустить Народное собрание без того, чтобы условия для его распуска были созданы, то есть
истекли те самые 45 дней и исчерпаны те самые 2 попытки утвердить состав, в этом случае она создает условия для импичмента. И это уже второй сценарий, поскольку Евгения Гуцул узурпирует власть в этом случае. Этот пинг-понг может продолжаться как минимум месяц, и в течение этого месяца будет время для торга. Давайте проанализируем, чего хотят стороны этого политического противостояния в Гагаузии. В случае с Шором все понятно. Шор хочет утвердить именно тот исполком, который он предложил во главе с Павлом Верижаном. И я не оговорился, именно во главе с Павлом Верижаном. Совершенно очевидно для всех, что Евгения Гуцул не будет руководить исполкомом Гагаузии, потому что у нее для этого нет ни знаний, ни опыта, ни способностей. Еще одна причина, по которой нужен именно Павел Верижану, состоит в том, что позиция Евгении Гуцул как Башкана очень шаткая. Гуцул могут ограничить в правах как Башкана или вообще снять с должности. Ну или она уйдет в отставку сама. Предпосылок для этого очень много. Гуцул фигурирует в качестве обвиняемой в уголовном деле о незаконном финансировании партии Шор, которая была признана неконституционной решением Конституционного суда. Таким образом, в случае, если Евгению Гуцул снимут с должности или если она уйдет по состоянию здоровья в отставку, у Илона Шора останется надежный и верный человек у руля Гагаузии, то есть Павел Верижан. Важно отметить, что в случае отставки Башкана его или ее функцию исполняет первый заместитель председателя исполнительного комитета Гагаузии. Тут стоит вспомнить, что когда Шор представлял свой исполком, он представил Верижану просто как кандидата на должность заместителя председателя исполкома, без указания, что он кандидат в первые замы. Его даже представили третьим после Виктора Петрова и Михаила Влах, чтобы создать впечатление, что он не будет первым замом. Однако, когда Гуцул направила в Народное собрание документы с предложением по составу исполкома, в этих документах Павел Верижанов фигурировал как кандидат на должность первого заместителя. Чего добивается Шор, совершенно очевидно, но не совсем понятно, чего хотят большинство депутатов в Народном собрании, включая того же Константинова. Те из них, кто выходит в прессе и пытаются аргументировать свою позицию, говорят, что они будут действовать по закону. Или, как выразился спикер Народного собрания Дмитрий Константинов, по плану «Б». И сразу хочется спросить, а каков был план «А»? План «Б» у нас был закон. Но извините, дамы и господа, выражение «действовать по закону» звучит красиво, но не несет в себе никакой конкретики. Тем более, как мы знаем, законы можно применять по-разному, в зависимости от грамотности, креативности и красноречия юриста. Как известно, сколько юристов, столько и мнений. Чего действительно не хватает в этой ситуации, это четкой политической позиции у большинства в Народном собрании. Вы, господа, за что выступаете? И если речь идет об утверждении исполнительного комитета, то по закону уже никак не получится по следующим причинам. Исполком представлен не Башканом Гуцул. Гуцул делегировала это право беглому преступнику, осужденному на 15 лет, не обладающему в Гагаузии никакими должностными обязанностями. Это грубейшее нарушение закона. Более того, этот случай уже является актом узурпации власти в Гагаузии Илоном Шором, поскольку он присвоил себе власть и полномочия, которые ему не принадлежат. Илон Шор узурпировал власть, когда представлял исполком. Представлять исполком может только председатель исполкома или Башкан. Эту должность занимает Гуцул, а не Илон Шор. Но в Народном собрании этим только возмущаются на словах, хотя уже давно пора объявить импичмент. И это единственное, что вы можете сделать по закону, чтобы вернуть Гагаузию в правовые рамки. Помимо этого, есть ряд сопутствующих моментов, чтобы объявить импичмент, который назрел еще 27 июля, когда Шор с позволения Гуцул узурпировал власть в Гагаузии. Эти сопутствующие моменты состоят в следующем. Гуцул была избрана как кандидат партии, объявленной неконституционной. Гуцул фигурирует в качестве обвиняемой в уголовном деле о незаконном финансировании партии Шор, объявленной неконституционной. По факту подкупа на выборах Башкана ведется уголовное расследование. Это подрывает легитимность и результатов выборов Башкана, а соответственно и легитимность Гуцул как Башкана. В состав исполкома предложены люди, члены неконституционной партии Шор. Гуцул не отрицает, что она делегировала власть Башкана Илону Шору и открыто заявляет об этом. Это все обстоятельства в копилку ее импичмента, и это очень серьезные обстоятельства.
В связи с этим у меня вопрос к депутатам Народного собрания. Вы закон используете как элемент торга или вы его используете для защиты интересов Гагаузии? Совершенно очевидно, что укрепление власти Шора в Гагаузии опасно для региона и его жителей. И вместо того, чтобы это четко обозначать и противодействовать закреплению власти Шора в Гагаузии, а лучшим способом сделать это вытеснить Шора из Гагаузии, депутаты Народного собрания используют некие пространные выражения без четкого и ясного обозначения своей позиции. Типа «мы действуем по закону». Ну типа «мы за все хорошее против всего плохого». Такое ощущение, что депутаты продолжают играть с Шором в наперстки, но выиграть в наперстке у главного мошенника не получится. Призвать Шора к благоразумию тоже не получится, как и не получится его напугать заявлениями о том, что вы не позволите ему нарушать закон. Единственное, чего он хочет и умеет делать, это нарушать закон. Евгения Гуцул открыто намекает на то, что между Шором и депутатами идет торг. В одном из своих последних постов она пишет следующее. Пока некоторые депутаты Народного собрания определяются со своими предпочтениями, затягивая процесс утверждения нового состава исполнительного комитета, мы не можем ждать. Она даже не сомневается, что исполком Шора будет утвержден. Дело, по ее мнению, в цене вопроса. Дальнейшая развязка зависит от 18 депутатов в Народном собрании, поскольку для утверждения состава исполкома нужно 18 голосов депутатов. И если каким-то образом окажется, что исполком Шора будет утвержден в полном составе или частично, то ответственность за это ляжет на тех самых 18 депутатов, которые не препятствовали узурпации власти в Гагаузии со стороны Илона Шора, что происходит прямо сейчас. Это будет клеймом для этих депутатов на всю оставшуюся жизнь. Оправдать себя, как в случае сотрудничества с Плохотнюком, не получится. В случае с Плохотнюком можно было сказать, что режим Плохотнюка давит или давил, возбуждал уголовные дела, создавал проблемы для бизнеса и так далее и тому подобное. В случае с Шором какие могут быть оправдания? Шор не контролирует прокуратуру, суды, полицию, соответственно, не может оказывать давление через суд, прокуратуру или полицию. Он может надавить на депутатов разве что количеством купюр с изображением Бенджамина Франклина. А это не давление, это подкуп. Поэтому, уважаемые господа депутаты и дамы, вам пора обозначить четкую позицию, начать называть вещи своими именами, а именно назвать Шора преступником, а Гуцул нелегитимным башканом. Вы же прекрасно понимаете, что Шор купил выборы в Гагаузии и унизил гагаузов таким кандидатом, как Гуцул, не из любви к гагаузам, а из-за желания использовать Гагаузию и гагаузов как таран против Кишинева. Быть тараном против Кишинева Гагаузии невыгодно, поэтому если Шору удастся выполнить свой план, то в этом будут виноваты конкретные 18 депутатов в Народном собрании. Друзья, это все, что мы хотели сказать сегодня. Не забывайте подписываться на нас, делиться этим видео. Увидимся в новом выпуске Nocta Life. До свидания.